Мы продолжаем серию сюжетов об истории нашего города. Специально для вас рубрика «Старый город». В Якутию православное христианство пришло вместе с русскими, освоившими эту землю в 17 веке, которые и построили первые православные храмы и затем христианизировали аборигенов. Русские землепроходцы везли с собой иконы и православные обычаи. Строить, где зимовье, там крест, где острог, там часовню или церковь, где город, там монастырь, что в полной мере отразилось в градостроительстве и архитектуре Сибири. Православное христианское храмостроительство в Якутии неразрывно связано с особенностями природной среды, строительными материалами, необходимыми для возведения храмов, а также системой расселения, являющейся важнейшей составляющей. Церковное строительство в Якутске началось сразу с основания первого острога. С развитием Якутска, конечно, и строительство церквей строилось все больше, но первые церкви были деревянные. А каменное строительство было начато в 1701 году со строительства воеводской канцелярии, которая была построена по повелению Петра I после Большого пожара в Якутском остроге в 1700 году. И фактически в течение XVIII века и даже XIX в Якутске в основном из камня строились только церкви, потому что это было очень дорого. Но если посмотреть на карту Якутска, то здесь видно довольно много церквей. Из них каменных в самом Якутске было построено 7. Всего 7 каменных церквей, а вообще по Якутии всего 9 каменных церквей было построено. В то время, именно вот 18 век, расцвет так называемого сибирского барокко. В традиции церковного строительства обязательно должен быть свод для того, чтобы, ну и акустика, конечно, с нашей инженерной точки зрения, ну и, конечно, он олицетворяет мир горний. И поэтому все храмы вообще во всех регионах везде строятся со сводчатыми перекрытиями. Вообще церковь строится там, где есть приход. Если говорить вот о современном строительстве, да, то есть сейчас же у нас с 1993 года только восстановилась Якутская епархия, поэтому постепенно восстанавливается и церковное строительство, и церковь имеет смысл строить там, где есть приход. Храмы Якутии, построенные в XVIII и XIX веках, на этой громадной территории, к сожалению, практически не сохранились до нашего времени. Часть храмов была полностью разрушена в советский период, часть до неузнаваемости перестроена и перепрофилирована. Поэтому в конце 20-го, начале 21 веков возникла необходимость реконструкции и реставрации сохранившихся храмов или строительства новых сооружений. В начале 20 века известный архитектор Илишевич, мы все знаем, он построил такие здания, как библиотека Пушкина, окружной суд, казначейство, вот эти красивые здания. Он, конечно, ориентировался на те здания, которые уже существовали, говорил о них, изучал их. Естественно, когда строили новые здания, они немножечко их приподнимали от земли, их уже делали вот с проветриваемым подпольем. Но фундаменты были ленточные, то есть свайных фундаментов не было. А дальше, в советское время, был очень большой перерыв в каменном строительстве. Возобновилось каменное строительство только в 1941 году. Но если говорить о строительстве XIX века, то у нас же сами якутские мастера брали подряды на производство кирпича. Но это все было кустарное производство, конечно. Поэтому индустриальное строительство оно началось уже после революции. Главное, это наша особенность в фундаментах, в том, что вечная мерзлота. Надо строить таким образом, чтобы она не подтаивала под зданием, чтобы не образовывалась вот эта чаша оттайки. Первые вот эти, поняли о том, что у нас надо все-таки здание поднимать, то есть отделять его. А это поняли вот как раз, я вот считаю сама, мои исследования к этому привели, что когда разбирали вот двухэтажный каменный собор, то поняли, что так строить не получится. И вот уже в дальнейших, в церквях, всех последующих церквей, которые строили, уже немножко просто поднимали, делали вот как в деревянных, поднимают вот не черный пол по земле, а поднимают вот немножечко перекрытие над землей и делают такие
называемые продухи. И вот уже Никольская церковь, вот там уже довольно высоко поднято это перекрытие и сделано проветриваемое подполье. Особые природно-климатические условия Якутии, низкие зимние температуры, вечная мерзлота существенно влияют на архитектуру и, главным образом, на толщину стен. В церквях строили толстые стены и потому, что они принимали большую нагрузку от высоты зданий. Потому толстые стены выполняли не только функцию сохранения тепла, но и несли нагрузку от всех храмовых завершений. Но если взять каменные храмы, которые строили со сводами, вот когда мы на Богородицкой церкви обследовали эти храмы, там внутри кладки металлические тяги устанавливались, то есть закладывались прямо внутри кладки. И они шли по всему периметру стен для того, чтобы оно прочность ему особую придавать, потому что при большом внутреннем объеме, внутреннем пространстве, при большой высоте здания, оно уже должно еще и прочность сохранять. Современные технологии позволяют, вот железобетон позволяет, например, делать очень высокие храмы. Но здесь есть разные спорные моменты, то есть железобетон дает возможность строить огромный храм, легко строить, да, но он никогда не даст ту акустику и никогда не даст тот внутренний как бы микроклимат храма, какой дает кирпич. И поэтому многие архитекторы, особенно те, кто занимаются реставрацией и очень хорошо изучают старые храмы, то они всегда придерживаются той точки зрения, что даже материал должен быть традиционным, то есть здание храма должно быть кирпичным. Они дают и микроклимат, потому что бетон не дает нам такого микроклимата. В бетонном пространстве, вот таком большом объеме, то есть там и могут быть, и конденсат может образовываться, и душно будет, и холодно будет в этом храме. А кирпичная стена, кирпичный храм, он вот создает именно вот те внутренний микроклимат, который необходим для того, чтобы себя чувствовать хорошо. Традиционным все-таки является кирпич, обожженный кирпич, потому что он долговечен, он обладает такими свойствами особыми. Ну и Бог человека из глины создал, и храм из глины создается.